А в Москве в эти дни нешуточный ажиотаж. Туда привезли двух больших панд впервые за последние 18 лет. Бамбуковый медведь – настоящее сокровище и символ Китая, которого за пределами Поднебесной можно увидеть лишь в нескольких странах. Повезло и России. Как панды обустроились на новом месте, хорошо ли питаются и почему их не пускают друг к другу – все подробности у нашего субхора Максима Кардозу. У этого малыша день расписан по минутам. Сначала дегустация сочного бамбука, потом игра с мячом и снова трапеза. Минутка медитации, а тут и до ужина лапой подать. В ожидании перекуса можно и картон попробовать, но, видимо, невкусно. Бамбук роднее. Второй месяц за этим аттракционом наблюдают москвичи. Вот он, настоящий виновник очередей в московском зоопарке. Большая панда по имени Жуи. Там рядом находится еще и самочка Динь-Динь. И это не только редкие краснокнижные животные, это настоящие послы доброй воли. Их отправляют погостить только в дружественные страны. Ну а в том, что между Россией и Китаем сейчас настоящие партнерские отношения, сомнений нет. Это хорошо видно даже на примере нашей республики. Якутия в этом году выступила в качестве региона-партнера на российско-китайском экспо в Харбине. И предприниматели из Поднебесной всерьез заинтересовались мамонтовой костью, дикоросами и северным туризмом. Но у вольера с пандами о бизнесе и политике никто и не вспоминает. Все внимание приковывают к себе эти медвежата. Нравятся панды? Да. А почему? Потому что они какие-то серые и белые. Умилительные. Мне кажется, вот лучше, мягче, добрее, вот нет ничего. Вот хочется, я не знаю, что хочется. Мы специально пришли сюда, заранее какие-то там сеансы рассматривали. Такой восторг легко понять. Живую панду можно увидеть только в 7 странах мира. Теперь еще и в России. Их тщательно оберегают. Популяция составляет меньше 2000. Причем Китай этих медведей никому не дарит, а лишь дает в аренду. Мальчик Жуи и девочка Динь-Динь должны жить в Москве 15 лет, а потом они обязательно вернутся на родину. В новеньких вольерах для панд предусмотрели все необходимое. Качели, помост, деревья, и жильцы уже вовсю показывают свои характеры. Интересно, мы пронаблюдали, что, например, Динь-Динь, она пьет из мисочки, куда вода наливается, а Жуи все равно он пьет из бассейна, так как настоящий мальчишка, поэтому очень любят кувыркаться. И когда Жуи выходит в свой вольер, у всех посетителей сразу «ах», потому что он такой очень любознательный, очень любит посетителей и такой добродушный парень. К приезду панд московский зоопарк готовился 2 года. Каждый шаг сотрудников регламентирован договором, прописано и спецменю. В него входит батат, морковка, можно немного яблок и особый хлеб из риса и кукурузы. И, конечно же, бамбук, который везут специально из Китая. Каждую неделю по 400 килограммов. 2 панды живут отдельно, и их разделяет вот эта толстая бетонная стена. Жуи и Динь-Динь по 3 и 2 года соответственно. И эксперты говорят, что это подростки, и встречаться им еще рановато. Нужно чуть-чуть подождать. Ну а пока медвежатам нужно смириться с расставанием и с этой непреодолимой преградой. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.